1 августа работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии в размере 244 рублей. Выплаты этой категории не индексировались с 2016 года. Перерасчет проводится исходя из накопленных пенсионных баллов. Для этого учитывается продолжительность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Сейчас для перерасчета используется 3 балла. Дополнительные, как ожидается, будут посчитаны в следующем году. Можно ведь и все баллы заполучить, но в этом случае для того есть сейчас в законе, есть нормы, в соответствии с которыми нет ограничения баллов при назначении пенсии, кроме там 10 баллов, которые общая норма действует. Но это только для тех, кто отказывается от получения пенсии. Она, конечно, не популярна, она не выгодна, но возможность, как бы нам юристы, что возможность получения в полном объеме баллов есть, но она мало применима. Вот. А то, что касается отмены 3 баллов, ну, во-первых, скажем так, что вот это вот 3 балла, это касается в первую очередь высокооплачиваемых работников. То есть если человек получает зарплату 3 балла, это 3 МРОТ фактически. МРОТ это 11 тысяч рублей. То есть если зарплата до 30 тысяч рублей у пенсионера, там при перерасчете на 1 августа учитывается весь доход. А вот если выше 300 рублей, то здесь уже существуют ограничения. Поэтому здесь доводы можно приводить разные, что пенсия, в общем-то, повыше, зарплата повыше, поэтому это ограничения существуют. С началом августа участники долевой собственности смогут проводить некоторые сделки по отчуждению недвижимости без нотариального удостоверения в простой письменной форме. В частности, в эту категорию попадут сделки с имуществом, а также сделки по отчуждению земельных долей при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение. И с 1 числа больше не нужно будет уплачивать госпошлину при внесении изменений в записи Единого госреестра недвижимости в связи с намерением взять ипотечные каникулы. Сейчас размер пошлины составляет 200 рублей. В платежках ЖКХ появится новый пункт, связанный со страхованием недвижимости от чрезвычайных ситуаций. Соответствующий закон вступает в силу 4 августа. При этом страхование жилплощади остается добровольным. Перечень страховых рисков каждый регион сможет устанавливать самостоятельно. Природные стихийные бедствия, техногенные катастрофы и теракты. Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в нескольких регионах. В среднем по стране доля страхования не выше 8%. Из этого списка выбивается только Москва. Там этот показатель достигает 49%. В Иркутской области, где в этом году сложилась катастрофическая ситуация с паводком, уровень страхования превышает всего лишь 3%. 0,1% круг замыкает Ингушетия. Для сравнения, в США страхуют 95% граждан, а вот в европейских странах почти 80%. Если жилье полностью уничтожено в результате какого-либо происшествия, то страховая выплата составит от 300 до 500 тысяч рублей. Конкретная сумма будет определяться путем умножения средней стоимости квадратного метра в данном городе или в селе на площадь утраченного помещения. Если отказаться от страхования, то можно рассчитывать только на компенсацию из федерального или регионального бюджетов. Кстати, во всех регионах будут свои тарифы. Их рассчитывают для каждого жилого дома или квартиры индивидуально. Повлияют на них такие факторы, как количество зарегистрированных жильцов, общая площадь недвижимости, местонахождение. А также страховщики могут учитывать дополнительные риски. По примерным подсчетам, страховка квартиры площадью 50 квадратных метров обойдется собственнику примерно в 150 рублей в месяц. Если система заработает, то у разбитого корыта не останется никто. Также с 4 августа зарегистрировать купленную машину можно будет через производителя или непосредственно в салоне официального дилера. Это избавит россиян от необходимости приезжать в ГИБДД. Также разработан проект предоставления услуг регистрации машин и мотоциклов в многофункциональных центрах по принципу одного окна. С 4 августа назначить сочетание букв и цифр для новых автомобильных номеров будут в ГИБДД, а изготавливать номерные знаки начнут аккредитованные частные компании. Ожидается, что на стоимость госномеров для машин это не повлияет. Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по изготовлению регистрационных знаков на автомобиле составит 2000 рублей. А вот с 19 августа меняются правила провоза в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Теперь везти в страну можно будет не больше 5 килограммов фруктов или овощей и не больше 3 букетов цветов. Для большего количества продукции потребуются уже специальные сопроводительные документы. Эти правила будут действовать не только для пассажиров всех видов транспорта, но и распространяться на все почтовые отправления.
Алкоголь под присмотром. С 21 августа ужесточаются требования к складам, где хранится алкогольная продукция. Такие помещения должны быть изолированы от служебных и подсобных помещений, капитальными стенами или временными перегородками, а также оборудованы освещением и приборами, измеряющими температуру и влажность воздуха. Новые правила должны будут соблюдать и производители, и оптовые продавцы. Зелимхан Калоев, Хади Калоева, Новости 24.